то есть закончили военные вузы российские. И что подразделения, которые ушли с генералом, что подразделения Министерства внутренних дел и Министерства безопасности, и то же самое, они ежегодно участвовали в каких-то учениях, поэтому у всех есть определенный опыт, у генерала тем более. И я думаю, что если генерал даже я знаю, что он думает, ну, я так предполагаю, точнее, что генерал представляет, что для него ведение обороны это подобно смерти. Поэтому, думаю, может быть, он и занимается контратаками, это раз. Но и надо исходить из того, что сегодня уже 11-й день идет. У генерала может быть проблемы с боеприпасами и с питанием. Потом надо еще учитывать погодный фактор в Раменском ущелье. Там, если дождь идет, то в Душанбе дождя точно нет. Там может снег выпасть. Хотя уже по сообщениям было, то, что снег выпал, это факт. Ночью там очень холодно. Единственная проблема может быть, если ты когда на высоте, проблема может быть с питьевой водой. По поводу того, что по ночам холодно, это я уже отмечал, и у себя даже на странице об этом писал, что у генерала могут быть затруднения именно с питанием. Ну, не всех устраивает та ситуация, которая сейчас та ситуация, которая находится сейчас Таджикистан, это раз. Я думаю, что эти люди, находясь на вышестоящих должностях, имеют какую-то определенную информацию, поэтому идут на такие то есть на конфронтацию. Ежегодно у нас что-то происходит, ежегодно, то есть все время какие-то спецоперации проводятся. То виноваты в Горном Бадахшане, там, то здесь, то там. Я думаю, такими методами долго правительство не продержится. Хотя 24 года, я думаю, это большой срок. Но это имеет очень плохую тенденцию. Именно ежегодные эти операции, они больше будут происходить. Я думаю, что генерал, может быть, если его даже ликвидируют, в следующем году, может, станет другой генерал. Это никто не отрицает. Возьмите, командир ОМОНа ушел в ИГИЛ. Это вообще, как его... Я вот понимаю, если бы вот он как генерал поднял бы мятеж, это было бы... Его можно было понять. А то, что он ушел в ИГИЛ, я думаю, это вот именно вот здесь вот уже нарушение воинского долга и наплевательское отношение к родине было. Со стороны именно полковника вот этого, как его... Кстати, его Халимов тоже фамилия, или Халим, не помню уже. В 50 километрах от города идет война. В городе сейчас слишком усилены все, посты милиции, очень много военных. Это раз. Ну, вот этот саммит, он тоже накладывает все. И не дай бог, если бы сейчас генерал пошел бы на прорыв в сторону саммита, я не знаю, я не представляю, чем бы это все закончилось. Оттуда спуститься в Тепай-Самарканде, а с Тепай-Самарканде спуститься над городом, никаких проблем нету. Может быть, на самом деле генерал имеет сейчас проблемы с питанием, и то, что они спустились вниз, и это очевидный ход. Раз. Второе, генерал может быть то же самое, перейти на наступление, что в сторону сил АТО, которые находятся ниже него. И там он тоже может быть Я думаю, что и боеприпасы иногда ему тоже попадаются трофейные. А по поводу того, что его дискредитируют, он без того уже дискредитирован. Выше некуда. По поводу слухов о том, что он якобы убит это как раз тот самый случай дезинформации со стороны
этого, чтобы напугать, как, не напугать, а отвратить сочувствующих к нему, чтобы они к нему не присоединялись. Поэтому такие слухи распускаются, что он типа или арестован, или был убит. Специально распространяются слухи о том, что были арестованы родственники. Это делается именно психологическое воздействие на сочувствующим.